Здравствуйте, вы смотрите очередное интервью на информационном портале LoveMD. Сегодня наш гость, вице-спикер Народного собрания Гагаузии Георгий Георгиевич Лечу. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте, Рад Виталий. вас видеть у нас в студии. Нам уже давно не удалось встретиться, как-то по разным обстоятельствам. Георгий Георгиевич, в последнее время Народное собрание всегда достаточно бурно на своих сессиях обсуждает те или иные вопросы, но в последнее время из-за выборов, из-за изменений в уложении ситуация как бы больше накалилась в обществе в силу ряда причин, как политических, так и субъективных. Наверное, очень есть много желающих претендовать на должность Башкана Гагаузии, и столкнулись очень много интересов. И буквально на днях проходила специальная сессия, на которой рассматривались изменения в уложении. Вы возглавляли комиссию, которая была создана для разработки поправок, в том числе ревизии уложения. В итоге, я так понял, что с большим трудом вам удалось все-таки настоять то, что депутаты должны рассмотреть весь пакет тех изменений, которые разработала комиссия, но в итоге прошла только одна поправка касательно изменения явки выборов. Мы поговорим и о дате выборов, и есть ли предпосылки к тому, что будет перенесена или отменена. Но если говорить об уложении Гагаузии, насколько я понимаю, сейчас эта поправка будет передана для того, чтобы ее подписала глава Гагаузии. Но сегодня, если мы говорим о процедуре принятия, была ли соблюдена сама процедура принятия даже этой поправки? Или все-таки есть нюансы для того, чтобы какая-то из сторон или те, кто имеет интересы в этом, обратились в судебные инстанции для того, чтобы отменили? Да, я об этом прямо говорил, об определенных, несоблюдении, так назовем, процедурного характера требований законодательства. Но, чтобы вы понимали, политическая воля всего депутатского корпуса в части устранения правовых последствий, которые могли бы повлиять отрицательным образом на возможность проведения выборов 30 апреля и смены власти, была едина. К сожалению, коллеги не поддержали меня в том, чтобы остальные нормы уложения, подготовленные той же Конституционной комиссией, были приняты и утверждены. Основное опасение заключалось в том, что якобы вот такое наличие норм позволит найти какие-то нарушения, в материальном плане имеется в виду, со стороны заинтересованных лиц, что повлечет за собой обжалование в судебной инстанции, затягивание и, соответственно, срыв и проведение этого важного политического мероприятия в нашей автономии выборов. К сожалению, мои аргументы о том, что в этом случае могут иметь место только обжалование отдельных норм, статей, а не в целом этого закона, и то, что если вдруг придут судебные инстанции к выводу о необходимости приостановления действия этих нормативных актов до рассмотрения по существу, а мы понимаем, что рассмотрение продлится достаточно длительный срок, потому что заинтересованных лиц достаточно много, спор это очевидно затянется рассмотрение этого спора, и что это не повлияет, не приняли во внимание. Коллеги очень опасались, что все-таки будет иметь место срыв проведения вот этого мероприятия. Вот это и побудило, собственно говоря, к ускоренному рассмотрению самого закона о внесении изменений в уложение и его положений. Абсолютное большинство депутатов, те, которые читали, разобрались, вникли в суть подготовленных комиссий предложения о внесении изменений в уложение, были согласны с необходимостью их принятия, но отвергли по одной простой причине, что вот это может быть тем слабым звеном, которое подтянет всю цепочку, и самое главное звено на этом этапе — правовое препятствие проведения выборов. Чтобы люди понимали, о чем речь идет, на сегодняшний день уложение Гагаузии говорит о том, что выборы Башкана могут быть признаны действительно только в том случае, если в них принимало участие свыше 50% избирателей, включенных в списки. Таковых было 132, сейчас по последним данным Государственного регистра 129 тысяч избирателей. Соответственно, для того, чтобы эти выборы были признаны действительным, необходимо
65 тысяч или близко к этому избирателей. У нас никогда такое количество избирателей уже много лет не выходило к избирательным урнам не потому, что не хотели или не могли, а потому, что их нету. Они находятся на выезде длительный период времени, либо на постоянном месте жительства выехали, либо Но и в то же время, да, законодательство не позволяет Гагаузии на своих Да. выборах открывать участки у за нас пределами свое страны. законодательство позволяет проводить выборы сообразно нашему реестру, потому что есть государственный реестр, регистр избирателей, к которому ЦИК Гагаузии не имел доступ. Но сейчас законодательство изменилось, страна приняла дополнение изменения в Кодекс о выборах, коим позволило и ЦИКу Гагаузии иметь доступ к этому регистру. И, соответственно, тут возникнут вопросы. Одновременно хочу сказать, что нами были предприняты меры по приведению в реальности, в соответствии этих списков. Было поручено и Центральной избирательной комиссии обратить внимание местных органов власти, что они обязаны в соответствии со статьей 39, кажется, избирательного кодекса ежегодно проводить сверки, приводить эти списки в соответствии, то есть исключать оттуда вымерших и тому подобное. Наверное, нет необходимости напомнить, что последние выборы Башкана прошли со скандалом, с трудом. Возникли подозрения, что они были подтасованы, так как не было необходимого количества избирателей. Но именно по спискам. Речь не идет о том волеизъявлении людей, кто за кого По-моему, голосовал. 106 тысяч было, Да, да, 106 последних, тысяч. И с трудом до 11 часов некоторые избирательные участки работали, чтобы добрать необходимое количество избирателей. Нам не нужны подобного рода подвиги, в кавычках, конечно, нарушения. Нам лучше привести законодательство в соответствие. И было бы абсолютно правильным и верным, если бы оно принималось бы, вот эти изменения, тоже в точности, в соответствии с законом. Сейчас, что касается тех поправок к уложению, которые разработала комиссия, и которые не прошли на специальной сессии. То есть, согласно регламенту, уже какое-то время Народное Через собрание... полгода. Не ранее, чем через полгода. Если бы референдум, через полгода только начинается рассмотрение, потом есть другие процедурного характера сроки, которые продлят дату, скажем так, окончательного принятия этого решения еще на 2-3 месяца по меньшей мере. Потому что там уложения регламентируются отдельными нормами. Это основной закон нашей жизни. Это правило, как мы будем жить в дальнейшем, будут жить наши дети. К нему особые требования и соблюдение этих сроков. И, соответственно, это затянет достаточное время. Если бы мы пошли бы по внесению изменений 1 и 2 главы, вовремя мы тогда отказались посредством проведения референдума, и мы бы не смогли бы это сделать, то все затянулось бы на 2 года. Еще я хочу, чтобы знали наши зрители, что вопрос о изменении уложения стал еще 8 лет тому назад. Мы работали тогда, была создана комиссия, но в силу определенных обстоятельств политического характера, прежде всего, дальнейшее продолжение работы в этом направлении было свернуто, и, соответственно, мы не смогли довести до ума. Но это послужило нам серьезной такой базой работы комиссии вот на этом этапе. И совсем последнее в этой связи, чтобы понимали, сразу же после принятия Народным собранием решения, которым остальные нормы уложения, имеющие архиважное тоже значение для Гагаузии, не были приняты, отклонены, коротко говоря, было дано указание, и началась работа уже и с моим участием, чтобы начать эту процедуру по-новому, чтобы все то, что мы наметили, все-таки реализовалось. А там очень важные вещи мы прописали, очень важные вещи с точки зрения необходимости улучшения функциональности органов власти, автономии, и, соответственно, и качества жизни людей, что не может повлиять на Георгий, это. что касается выборов, которые депутаты назначили на 30 апреля, потому что это 2 избирательные кампании. Это выборы Башкана Гагаузии и выборы депутатов Народного собрания по 2 округам.
Что касается выборов Башкана Гагаузии, потому что, ну, как-то выборы депутатов отошли на второй план Да. во всех этих политических баталиях. Ну, это и понятно, наверное, потому что борьба все-таки будет идти за, ну, главную должностную должность в автономии на этих выборах. Но в одном из интервью нашему порталу «Экс-Башкан Гагаузии» Михаил Фармзал высказал опасение, что 30 апреля — это дата, которая, ну, не совсем входит в правовое поле, потому что он ссылался на определенные статьи уложения, я не помню на память номер, но что что избранный Башкан должен вступить в должность в течение 30 дней после объявления официального объявления Центральной избирательной комиссии результатов выборов. Да? В то же время избирательный кодекс дает 10 дней Центральной избирательной комиссии Гагаузии на подведение и объявление официальных итогов. Речь не идет об утверждении результатов выборов судебными инстанциями. По срокам получается, что если выборы пройдут 30 апреля, да, то есть и будем учитывать, что возможно, что может состояться второй тур, это середина мая, где-то 14-15 апреля, ну и прибавим 30 дней и 40, это получится где-то 25 июня. Тогда же действующий Башкан вступила в должность 19 июля, и в том числе и уложение говорит о том, что новый Башкан не может вступить в должность до истечения мандата действующего Башкана. И получается, что есть какой-то период, если выборы состоятся 30-го со вторым туром, ну, чуть больше, ну, около месяца, не послужат ли эти правовые нормы основанием для того, чтобы признать выборы незаконными, даже если они состоятся по явке? Нет, конечно. Проведение выборов и признание полномочий — это совершенно разные вещи. Полномочия признаются с момента принятия присяги. Вопросов нет. Мы предусмотрели эти вещи. К сожалению, я говорю, что принятие только одной нормы в отрыве от других норм и вызывает подобного рода вопросы, то, о чем вы говорили. То, что вы учли, возможно, это в поправках, которые не прошли, но сегодня есть действующие нормы. То есть куда деть эти 30 дней после официального? Будет работать и полномочия сохранятся действующего Башкана, которые завершаются 19 июля. Следующий Башкан, естественно, приступит к своим обязанностям только после 19 июля. Не могут быть усечены полномочия Башкана, ныне действующего, по тем или иным причинам, кроме как законно предусмотренных. Закон не предусматривает возможность сокращения этих полномочий во времени их действия. Это исключено. Поэтому вторая составляющая, даже при наличии коллизии, даже при наличии противоречий, имеет второстепенное и подчиненное значение основному. И, соответственно, присяга будет принята. Я подумал над этим вопросом. Присяга должна быть принята, очевидно, тоже в тот же день. Или же мы должны дополнить закон, которым мы определяем, что полномочия Башкана Гагаузии начинаются с момента принятия присяги, которое может быть принято не позднее дня или в день, или предшествующий день окончания срока предыдущего Башкана. То есть здесь в этом отношении каких-либо особых препятствий нету. Но коль возникают подобного рода вопросы, следовательно, еще раз подсказывает, что принятие одной нормы в отрыве от других норм создало определенные правовые последствия. Я об этом и откровенно, и прямо в лицо своим коллегам говорил об этих вещах, что нам нужно все уложение принять, что никаких препятствий для этого не существует. Нам надо соблюдать и сроки процедурного характера и так далее. Это очень важно. Подчеркиваю, речь идет об уложении, самом главном законе. Тут не может быть, чтобы келейный этот закон был принят в попыхах, как говорится, или с коленки. Но вот те опасения срыва выборов, вот эта огромная потребность и желание смены все-таки власти и смены вектора внутренней, внешней политики, автономии, если хотите, ну, внешне имеется в виду, естественно, внутри страны, необходимость, желание улучшить ситуацию побудило депутатов вот пойти по этому пути. Георгий Георгиевич, теперь главный политический вопрос, потому что мы с вами говорили о юридических моментах, связанных с уложениями, с поправками.
выборами. Это то, что послужило к тому, чтобы ускорить процесс рассмотрения этой поправки и непринятием остальных поправок к уложению Гагаузии. Это высказывание ряда ваших коллег о том, что могут быть перенесена дата выборов или они вообще могут быть отменены. Какова была вероятность этих заявлений и опасений? И была ли такая опасность, и остается ли она еще на сегодняшний день? Остается устранение вот этих правовых препятствий не является непреодолимой преградой для тех, кто может инициировать, потребовать каким-то образом внести коррективы в дату проведения выборов. Это абсолютно с правовой точки зрения, сразу говорю, никаких препятствий тут нету. Но сам факт, то, что депутаты, проголосовав за изменение этой нормы, выказывали опасения, подтверждает то, что желающих, которые бы отвергли бы эту дату, гораздо меньше. Я знал про эти, скажем так, поползновения. Официально никто не зарегистрировал подобного рода заявления. Ну, кто заинтересован, мы тоже понимаем это. И признаюсь, когда мне стало известно об этом, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий, я еще недели 3 тому назад, как только стало, кажется, вот такого рода прощупывание, кто как думает, я публично заявил о своей категорической позиции против переноса выборов. Это чтобы подчеркиваю, это моя личная позиция. В любом случае этот вопрос может решиться только депутатским корпусом. Только депутатским То есть неважно, корпусом. даже если, допустим, Ирина Влах может там, допустим, обратиться, инициировать, но должны решить депутаты. Сейчас у меня другой вопрос вам. Есть ли какие-то предпосылки к тому, что постановление или решение депутатского корпуса о назначении выборов 30 числа имеет ли какие-то слабые стороны с правовой точки зрения для того, чтобы быть обжаловано в судебных инстанциях? С правовой точки зрения никаких шероховатостей, которые позволили бы зацепиться, скажем так, юристам-политикам с тем, чтобы отменить это постановление, не имеется. Во всяком случае, я рассматривал этот вопрос со всех точек зрения. Я не истина в последней инстанции. Я просто говорю, что исходя из своих познаний в этой сфере, насколько я изучал, с правовой точки зрения не имеется. Но с политической точки зрения целесообразность проведения, мы говорили об этом, и возможность, кстати, потому как может чрезвычайная ситуация будет объявлена. Но она у нас и действует по стране. Да, но парламент может определить, что в этот период не проводятся выборы. Это в соответствии с законом. Мы это тоже, кстати, предусмотрели и подготовили проект обращения, постановления в адрес парламента в случае продления этого срока, потому что, я не помню, по-моему, через месяц, когда завершается этот срок чрезвычайной ситуации, с тем, чтобы отметили в этом же документе о том, что оно не распространяется на наши выборы. Это важный момент. Ну и ряд других моментов. С политической точки зрения, ну, я не знаю, снег выпадет, еще что-то, природные катаклизмы какие-то, ну, не дай бог, у соседей будет полыхать, это может повлиять на эти выборы. Множество факторов может повлиять. Я подчеркиваю, с политической составляющей. Может, некоторые депутаты, слабые характером, так скажем, изменят свою позицию. Но, допустим, в Гагаузии более-менее понятна ситуация, кому может быть выгодно, допустим, перенос или отмена выборов. Но звучали, в том числе и некоторые ваши коллеги озвучивали о том, что в этом заинтересована и правящая партия, руководство страны. Ну, лично как бы для меня немного непонятно, как связаны выборы Башкана и, допустим, даже падающий рейтинг ПАС в стране, потому что Гагаузия никогда не была той территорией, где ПАС могла получить какие-либо голоса, неважно на республиканских выборах, тем более, если мы говорим о гагаузских выборах, то есть для меня сегодня сложно представить, что ПАС имеет те результаты выборов, которые она получала в Гагаузии, может там открыто выставить какую-то кандидатуру на должность Башкана, поддерживая этой партии, да? То есть мы понимаем, какие есть электоральные предпочтения здесь в регионе. И поэтому возникают абсолютно логичные мысли о том, что, ну, какая выгода тогда ПАС и как эти выборы могут повлиять на результат, например, предстоящих выборах местных на ПАС и так далее, и так далее. Но все-таки, так как вы общаетесь в рамках рабочей группы, у вас складывалось ли впечатление, что все-таки
правящая партия может иметь интересы к тому, чтобы способствовать, допустим, переносу даты или отмене пока еще выборов. Знаете, об этом кричат больше всего наиболее заинтересованные лица Из местных. из местных, которые имеют прямые связи с пасовцем, но прикрываются партийными билетами другой партии, создавая видимость, что они не имеют отношения к тому, что кто-то что-то может пожелать. Я допускаю такую мысль, что ПАС может иметь интерес, но у ПАСа нету здесь электоральной базы. Здесь я не знаю, кто из наших депутатов может позволить себе сотрудничать, тем более по этим вопросам. Это чисто наши местные вопросы. И я даже не представляю себе, как ПАС или власть в целом может повлиять на эту ситуацию. Только через постановление парламента, приостановив там. Вот это я допускаю. Но если такое произойдет, это еще больше объединит наше общество против этой власти, которая не приветствуется здесь, и мы знаем, каково настроение нашего народа. И я не знаю, от чего они будут отталкиваться, если вдруг посчитают необходимым принятие такого решения. Ну, коротко отвечаю, что я не видел. Во всяком случае, не встречался, и никто никогда не выказывал какой-то интерес. Хотелось бы им, очевидно, но я не отношусь к категории людей, с которыми они советуются и могут посоветоваться. Георгий Ильич, есть еще два важных аспекта. Потому что у нас все-таки не телевизионный формат, а интернет-формат. И хотелось бы говорить больше, но, к сожалению, в интернете не так долго люди смотрят программы, как по телевидению. Еще один важный вопрос — это прокурор Гагаузии. Да? Казалось бы, что был найден какой-то консенсус в рамках смешанной группы, потому что Народное собрание провело конкурс, вроде бы определилось с кандидатом, и мы опять получаем с Кишинева, что решение Народного собрания, под каким-то предлогом, что якобы кандидат не владеет румынским языком, поэтому не может быть утвержден Высшим советом прокуроров. Что случилось опять в этом вопросе? Потому что, насколько я понимаю, то есть пока не было определенного консенсуса в рамках смешанной группы, этот вопрос со стороны Народного собрания не торпедировался. То есть, да, был конкурс, был закон, но все-таки шли какие-то внутренние переговоры. И казалось бы, в общем-то, наступил какой-то момент, где согласовали какие-то позиции. Сразу оговорю, что вопрос, связанный с проведением конкурса, назначением на должность прокурора Гагаузии, не стоял в повестке дня межпарламентской рабочей группы и априори не мог стоять, поскольку это не тот предмет, который рассматривает эта рабочая группа. Но изначально мы были абсолютно открыты в этих вопросах. Я общался с руководствами Высшего совета прокуроров, Генеральной прокуратуры и с другими заинтересованными лицами в этом ведомстве, Министерством юстиции, и объяснял сложившуюся ситуацию. И более того, предлагал всем тем, кого я лично знаю, бывших работников прокуроров, нынешних работников прокуроров, чтобы они принимали участие в этом конкурсе. Это подтвердят многие, потому что я был как никто заинтересован в том, чтобы у нас было достаточное количество претендентов, чтобы мы могли действительно выбрать лучшего, пусть даже из лучших. Да. Кто-то побоялся, кто-то по другим причинам не захотел сменить свою работу, более удобную для семьи, для обеспечения семьи и так далее. С этим кандидатом, Кыльчик Виктором Ивановичем, о том, что он выдвигается, было известно и руководству, и всем. Мы заранее об этом сказали, предлагая опять же, чтобы если у вас есть какие-то кандидаты, вы считаете необходимым кого-то выдвинуть, мы рады будем рассмотреть. Никаких предложений на сей счет не было. Когда же начался конкурс, начались странные вещи. Умышленно стали нарушать законодательство, вносить изменения в положение, препятствующие реализации Гагаузии своих полномочий в этой части, в связи с чем мне пришлось встречаться и с министром юстиции, и неоднократно с руководством Высшего совета прокуроров по этому поводу, объясняя, что 2 плюс 2 – 4, что в Африке, что в Молдове, что в Зимбабве. Нельзя эти вещи делать. Потом согласились, внесли изменения. В свою очередь мы тоже внесли изменения, упростили некоторые требования к прокурору. Подчеркиваю, упростили даже.
внеся изменения в наш местный закон о конкурсе прокуроров. Провели конкурс, представили документы, мы соблюдали все процедурные моменты настолько строго, что провели 12, по-моему, заседаний, чтобы вы понимали. Ну, с десяток, не меньше заседаний было проведено комиссией специально по этому вопросу, чтобы не дать повод и возможность заинтересованным лицам зацепиться за какую-то шероховатость и сломать всю эту конструкцию. Исходили из того, что желающих не принимать Гагаузию как полномочного политико-территориального образования, имеющее право на участие в формировании структур власти в этой сфере, в центре более чем достаточно. Тем более тех, которые не понимают, что это такое. В конечном итоге оказалось, что якобы прокурор не владеет государственным языком. Ни степень владения и прочее и так далее, это не указано. У нас возник вопрос, скажите, пожалуйста, в соответствии с законом о государственной должности, все государственные служащие, прокуроры, судьи, полицейские, налоговые инспектора, все чиновники деконцентрированных служб и так далее, являющиеся государственными служащими, работающие на территории автономии, должны владеть гагаузским языком. Это требование, подчеркиваю, не только национального законодательства, это требование республиканского законодательства. Это вытекает в том числе из международных обязательств, подписантами которых является наша страна. А почему вы нарушаете в этом отношении законодательство? Почему вы плевательски относитесь к этим вопросам и вдруг в отношении этого лица у вас такая принципиальная позиция? Мы ждем ответа. Дело в том, что Высший совет вынес решение, мы знаем, мы смотрели в прямом трансляции, в связи с чем возник вопрос о том, чтобы эта кандидатура была отвергнута. Нам до сих пор не представили постановление. Нам представили постановление, то, что наше предложение не принято. По закону мы должны повторно рассмотреть, и если 2/3 депутатских корпуса вновь потребуют назначить, Высший совет должен рассмотреть этот вопрос повторно. Нам не представляет мотивированное решение, оно не опубликовано. Во всяком случае, я чуть ли не каждый день смотрю на сайте. Вы видите в этом определенную политическую составляющую? Там есть техническая потому что я не берусь причина. судить, допустим, Да, это там и политическая конкретно, но составляющая. мы все знаем выбросы, которые происходили в публичное пространство о том, как министр юстиции влияет на членов Высшего совета Да, прокуроров я это для открыто принятия говорю. определенных А решений. почему? Я это открыто говорю. Потому что не подписали этот протокол еще все участники этого решения, 11 членов Высшего совета, которые принимали участие, должны подписать принятое ими решение. Каждый. Собственно говоря, и мы, все члены комиссии, кто принимал участие в принятии тех или иных решений, каждый своей подписью закреплял. Ну, вот таковы, как говорится, правила. Не являются, не приходят, не подписывают. А могут опубликовать только то, что подписано. Потому что каждый член совета имеет право на какие-то корректировки там, и тому подобное. Но это техническая сторона. Я смотрю на политическую составляющую. Ведь это еще один элемент, который направлен на то, чтобы сузить полномочия автономии, снивелировать их. Ну и в унисон тем, которые заявляют, что в одностороннем порядке надо пересмотреть закон, и пришлые и тому подобное. Это все является звеньями одной цепи, направленные на подавление автономии. Я таким образом рассматриваю. Ведь специалист в области, в этой сфере понимает, что прокурора Гагаузии назначает в конечном итоге генеральный прокурор. Он обязан назначить, если эти процедурные вопросы были решены. Но он может его уволить в любой день, если это лицо не соответствует определенным требованиям, либо нарушает закон и так далее и тому подобное. То есть не в этой фигуре дела. Вместо фамилии Кличик мог быть Иваном, Будкоглу, там Устяться, кто угодно. Но надо продемонстрировать власти, что вот Гагаузия не должна и не может в эти вопросы лезть. Хотя я подчеркиваю, что решение этого вопроса в свое время было предметом обсуждения межпарламентской группы. Это компромиссный вариант,
закрепление законодательства этого механизма назначения согласованные с международными экспертами. Мы только у председателя парламента несколько раз встречались по этому поводу. Министр юстиции, представители Генеральной прокуратуры, Высшего совета и так далее, экспертные учреждения обсуждали и пришли к этому результату, что где-то мы отказались, где-то центр, удовлетворились. Ну, надо же было потом сломать. Потом спрашивается, а как договариваться-то? Если вы все договоренности через определенное время ломаете так, как вам угодно сейчас и сразу, не думая о последствиях, что это ломает всю конструкцию. Еще один важный вопрос – это встреча группы депутатов с послом Соединенных Штатов Америки. Сразу вам скажу, что не вижу в этом ничего плохого, но учитывая политическую составляющую, учитывая те настроения, которые есть в Гагаузии, в обществе это вызвало такую, бурную реакцию. Плюс, то, что там были ряд ваших коллег, которые явно демонстрировали пророссийские настроения как в период избирательной кампании, так и в рамках той депутатской деятельности, которую они ведут в Народном собрании. Возможно, что вы обсуждали какие-то вопросы, которые нельзя говорить в публичном пространстве или для широкого круга, но все же хочу вас спросить, в чем была необходимость этой встречи и какие вопросы обсуждали? Кроме того, что появилось, что депутаты якобы пожаловались на действия центральных властей страны. Я читал эти глупые комментарии, я по-другому их не назову, и знаю, кто инициировал. Они не смотрят, что руководство социалистической партии раз 10 в прошлом году встречалось с послом Америки, и Батрынчи, и все остальные, и поднимали по своей плоскости те или иные вопросы, о чем и мы говорили. Я начну с того, что о необходимости встречи с дипломатическим корпусом было обговорено и на заседании Народного собрания. Это важный момент, и мы неоднократно обращались, в том числе и посольство США и России, и всем остальным дипломатическим миссиям, аккредитованных в Молдове и международным, как ОБСЕ, Совета Европы, акцентируя внимание на те проблемы, с чем мы сталкиваемся, как власти игнорируют закон о Гагаузии, как они умышленно поднимают градус этих взаимоотношений до конфликтности, что это может привести к нехорошим последствиям. Получилось так, что первым оказался, кто согласился встретиться, потому что мы обратились ко всем остальным миссиям тоже, согласился встретиться с нами по этим вопросам. И мы обсуждали все то, что было изложено в прессе. Поверьте, абсолютно открыто. Мы объяснили, господин посол, вы имеете особое влияние на наших правителей. Так оно и есть. Обратите внимание на эти вещи. Эти вещи игнорируются. Причем эти вещи вытекают из международных обязательств, из тех принципов, которые декларируют и Америка, и другие страны. Демократия, права человека, национальных меньшинств, верховенство закона и так далее. Обратите внимание. И мы же знаем, я подчеркиваю, какое влияние имеет. Поэтому, пожалуйста, пусть те, которые находятся у власти, приведут свои действия в соответствии с взятыми на себя обязательствами и нормами закона. Точно такие же требования выдвигали социалисты, коммунисты и все остальные лидеры партийные, которые встречались с американским посольством. Ведь мы же понимаем... Вы получили какие-то гарантии? Единственное, что было сказано, что принято это во внимание, то есть где-то при случае, конечно, как дипломат он не мог сказать и признаться, что мы определяем, кому, где и что, как быть. Это я его понимаю, но тем не менее было сказано. Мы, говорю, что написали в точности соответствии. Единственное, что посол пожелал нам, он принял, он действительно принял вот то, что и сказал, чтобы мы продолжили работать в рамках этой межпарламентской группы. Хотя мы выразили и свои претензии в этой части, что если гагаузская сторона стремится действительно эффективно работать в этом направлении, используя эту площадку, и мы считаем, ее нужно сохранять, то с молдавской стороны мы не видим особой активности. Мы наоборот видим, что если есть желание
какой-то вопрос затянуть, то пытается через эту группу решить. Хотя решение этого вопроса находится в других плоскостях или в других структурах. Мы это тоже обратили внимание. И хочу сказать, что вот эти высказывания о том, что вот не надо было встречаться, ну такие непродуманные, абсолютно. Мне даже стыдно немножко комментировать. А с кем встречаться, с кем работать? Сидеть в своей скорлупе и только ковыряться в носу и при этом не выказывать свои претензии и требования всем тем, кто имеет возможность повлиять на эти вещи. Но давайте будем молчать, давайте ни с кем не будем встречаться, потому что мы гордые, и мы не хотим изменений. Такова... Но это я больше всего обращаюсь к некоторым особо ретивым, говорится, писакам, которые не хотят даже вдуматься в то, что делать, и не сравнивать. Я почему и сказал, что вот руководство соцпартии, по моим подсчетам, где-то 5-6 раз по меньшей мере встречалось именно... Но это может быть то, что попало в публичном пространстве. Да, только публичное думаю, что их могло быть намного больше. Встречались и будем встречаться, и надо встречаться. Причем, я подчеркиваю, это было требование и Народного собрания. И мы, кстати, предложили и формировали группу с тем, чтобы в ее состав вошли представители всех фракций и групп. И предложено было и социалистов. Я знаю. И они согласились, а потом в последний момент отказались. Да. Георгий Ильич, еще один вопрос, вот завершая наше интервью. Несколько заседаний вывели как председательствующий, господина Константинова не было. Как бы не было возможности задать ему этот вопрос. Почему он отсутствовал? Он в отпуске, об этом было известно давно, и он ежегодно выезжает с семьей за границей, это традиция. И если просмотреть по Фейсбуку, можно обнаружить, что и в прошлом, и в позапрошлом, и в те далекие годы он постоянно это ездит. И у него очередной отпуск был, и я исполнял обязанности. Он сейчас, кстати, приехал, приступил уже с сегодняшнего дня. То есть никаких политических моментов, да нет, он уехал связанных со здоровьем, не было? До Нового года выезд осуществлялся со всей семьей. Я знаю, дети, внуки, там абсолютно вся семья его на выезде, это однозначно. Тут никаких подоплек не было. И еще. Ну, это уже из базарных, как говорится, утверждений. Очень жаль, что из уст наших депутатов подобного рода звучат. Мы можем быть разные в части взглядов, проповедования каких-то идей, я не знаю, позиций по тем или иным вопросам, но немножко с совестью надо дружить. Коллеги, я подчеркиваю, почему? Потому что не мог знать ни Константинов, ни другие депутаты, что 24 числа несколько депутатов будут настаивать и всех остальных подобьют к тому, чтобы рассмотрели сейчас и сразу вопрос о внесении изменений в уложение. По этому вопросу только остальные были отклонены. Не мог он не знать в принципе, при том, что и другие, я подчеркиваю, не только о нем речь идет, он просто более заметная фигура, а остальных депутатов тоже упрекали. Но не знали, они не могли знать, что вам захотелось сейчас и сразу вот такого рода кардинальные изменения привнести. Это чтобы с логикой немножко дружили и с совестью. Я благодарю вас за сегодняшнее интервью. Напомню, что вы смотрели интервью с вице-председателем Народного собрания Гагаузии Георгием Ильичем на информационном портале LAF.MD. Будьте с LAF.MD, будьте в курсе происходящих событий.